подписываясь по большому счету под каждым высказанным мнением и словами моих коллег, ну, за исключением, может, отдельных, их видений, но в целом у нас одинаковое видение этого вопроса. Более того, Эрик Сагателович здесь как раз говорил насчет завтрашнего нашего заседания, оно будет открыто. Пользуясь случаем, я вас всех приглашаю. Вернее, мы всех вас приглашаем, 12 часов завтра, комитетское слушание. Мы, кстати, приглашаем и абхазское телевидение. Пусть придет наконец и осветит очень важный вопрос. Теперь непосредственно к тому, за что мы сегодня собрались. Я два слова на абхазском скажу. Биазара хазлашави ха избам психил изис избан зараби хочек ацацацан исфаштаху аби рикайца з саробус азнаказобус силускай аби тахмза алаби хадахкларс просто хазелумкай уёй наси ахни зуму бри ахабас насачалацан бихаре значит президенты премьер-министр хайзыказа шачалацан бас хайрсны аби хамцарцоп итахуаха хазелум казшез вот на самом деле тахым заравой ахайзразум избанзар настира насава джерай жаварк нома хинткаро кардукар нома чапха яра ихахига зуспака азалапаха вини хуз шака чаускан ужинас душпатриот алла и тахым за алла на себе с арам царц хабусис бот ахави нас хочека сухмар зарабха ахави ахмар раджги удруе джера ана сауи илкана на субус тухмар вазаравет ахавшта хатала яраздара хазиз резу собразно две види ачкунша ачараша ачкун ачара бзия шахамо юдура за парламентакна на сапаша змодо безмам дава баха измодо безмам дава баха ярахинза ха дарахинзо дара абрия ачки бзия лоргар пио пачкунша пион срук гулвой арай тордеги ихам диаха ара ихам ачкун сити гараныс тахзира шо безбанзар насиш дурва раиқала козахтыска цхытраку гирох кади зыма козахшахет из тахыз гирашан ахизе из тахны им аз гирашо безбанзар насис схуц успак азапаха Абринахас с хаташем тоже главу сверхсисиесвы. Многие сегодня хотели присутствовать, но в связи с известными ситуациями, значит, с наводнением, связанными с катаклизмами природными, значит, у них у всех, значит, такие проблемы в домашнем обиходе, там, в частном бизнесе все пострадали. Гагнинский район, как вы знаете, очень сильно пострадал, наш народ очень серьезно пострадал, мелкий бизнес, просто крестьянские хозяйства и так далее. И те шуточки, которые наш президент тоже отпускал, наверное, вы видели, наверное, это он таким образом, наверное, поддерживал наше население, я так это воспринял. И потому многие тоже сегодня, которые хотели, не присутствуют сегодня. Теперь по самому высказыванию. Я не буду повторяться, что мы там законодательная ветвь власти, значит, независимая и так далее, и так далее, и так далее. Это уже обо всем сказано. Ну, некоторые, значит, если взять в целом, да, парламент в основной своей, в большинстве своей, значит, по сути, они осудили все это. Ну, кто-то может высказывать, кто-то не может, кто-то просто, по этическим соображениям, видимо, не хочет говорить, но за исключением немногих депутатов, все остальные это на самом деле осудили это высказывание и приняли это как давление, некое давление на парламент. Но при всем при этом они остаются со своим мнением, и я благодарен многим депутатам, что они, несмотря на все такое давление, они идут по намеченному пути, а пути разные бывают. В данном случае завтра у нас будет комитет. Мы до этого огласили об этом. Вот, например, я буду, значит, просить, чтобы этот законопроект вернули президенту. Я, как один из лидеров оппозиции, конечно, мог встать в стойку и сказать, что этот закон ни в каком виде я не приемлю. Но, во-первых,
Первым долгом я сейчас еще и депутат, как вы знаете, и как законодатель я обязан, конечно, рассмотреть любой законопроект и отдать оценку этому законопроекту. Его плюсы, минусы и все остальное. Я так это вижу. Я не то, что кто-то сказал, что не будет. Я никого не осуждаю, я сейчас свое говорю. И в связи с этим, значит, Айтгулар и я непосредственно внесли 2-3, на мой взгляд, очень важных изменений в этот закон. И потому в том виде, в котором сегодня закон существует, и для меня вообще неприемлемо даже принятие в первом чтении. То есть, если мы его возьмем за основу и примем его первое чтение, я считаю, что мы просто изменили своим принципам, просто каким-то образом мы начинаем сдавать свою страну, своих людей, надежду людей на светлое будущее, завтрашнее светлое будущее. Многие наши, такие адвокаты тоже у нас есть, говорят, что человек оговорился там и так далее, и так далее. Извините меня, эти оговорки по Фрейду нам могут довести до беды. Там, значит, оговорился по Фрейду, по тому, что мы должны, оговорился по Фрейду, когда он нам, значит, назначал временные рамки, ставил. Понимаете, очень странно это все. В свете всех этих событий, недавно, если вы помните, когда, значит, Решетников приезжал и осматривал, значит, место застройки Москва-Резорт, кстати, там присутствовали наши большие чиновники, да, которые должны отстаивать первым долгом интересы Абхазии. Как вы помните, представитель Москва-Резорт, вообще не стесняясь, говорил, что это анклав, это и все остальное. При всем при этом ни один из наших чиновников не попытался ни остановить этого человека, не, как говорится, или поправить, или вообще как бы возразить с его выражением, да. Для тех, кто не понимает, что такое анклав, да, анклав — это территория какого-либо государства или часть ее со всех сторон окруженная территорией другого государства. То есть мы принимаем это словосочетание или это слово анклав, и наши чиновники это принимают, заведомо понимая, что за этим словом стоит, да. Вообще такое ощущение, что идет вымывание, да, из сознания нашего народа, вообще понимание страны, отечества, там, самостоятельности и вообще завтрашнего нашего будущего. Все вот эти вот национальные идеи просто вымываются из сознания нашего народа. Это просто сознательно все это идет. И потому я вам хочу сказать, при всем при том, что я был все это время готов был, значит, не какие-то, а существенные внести в этот закон. И, в принципе, может быть, сегодня буду готов, если власть покажет, что она готова вернуть этот закон, внести все изменения, которые мы предоставили. Я, насколько знаю, что очень много других депутатов, даже пропрезидентские депутаты, очень много уже имеют поправок к этому закону. Если все с учетом этого, новый закон к нам внесут, мы уже потом готовы с ним работать. В том виде, в котором сегодня существует закон, мы вообще не приемлем. Мы не можем этот закон даже в первом чтении принимать. И потому я просил бы, конечно, и президента, и исполнительную власть быть аккуратным в своих высказываниях. И вообще, наверное, все-таки надо к парламенту относиться так, как это необходимо, так, как это гласит закон. И вообще, я не знаю, кто кому что должен. Я, насколько знаю, в большинстве случаев нет. Вообще, наверное, во всех 100% я не знаю такого депутата, в какой-то мере какой-то груз носил бы на себе, за который он должен отвечать перед кем-то. Я таких депутатов не знаю. Может, я не все знаю, но я думаю, что таких депутатов практически нет. И осуждать или заведомо, значит, вносить в народ такую историю, что мы кому-то что-то должны, но это первым долгом некрасиво, как минимум некрасиво, не по-джентльменски, как хотите назовите. То есть вот у нас вот такая вот, у нас такое отношение ко всем этим процессам, которые происходили за последние там, неделю, 5-6 дней. Почему мы только сегодня это, значит, решили высказаться? Ну,
Вы знаете, во-первых, это был конец недели, потом видели, что произошло в Гаграх, там, в районах нашей республики. В свете этих всех событий сейчас сидеть и обсуждать какие-то вопросы было как-то некорректно для нас, потому что народ мучается, а мы как будто о чем-то говорим. Потому мы выдержали паузу, посмотрели, как минимум, насколько нам известно, вроде нет жертв, и то уже хорошо. И потому мы решили сегодня дать вот, как бы, да, наше видение этих. Есть женщина несчастная.